Нет, не пейзаж влечет меня, не краски я стремлюсь подметить, а то, что в этих красках светит любовь и радость бытия. Она повсюду разлита, в лазури неба, птичьем пении, в снегах и вещем дуновении. Она везде, где красота. Иван Бунин. Уважаемые читатели, любители прекрасного, сегодня вы познакомитесь еще с одним уфимским художником, чьи работы выставлены в нашей картинной галерее. Экспозицию мы назвали «Природа глазами художника». На этот раз художник сам комментирует каждую свою картину. Вы получите редкую возможность совершить экскурсию по живописным полотнам с их автором, почувствовать вместе с ним любовь и радость бытия. Итак, Григорий Загвоздкин родился в 1956 году в городе Аше Челябинской области. Затем семья переезжает в Уфу. Григорий учится в Уфимской художественной школе, а после на художественно-графическом факультете пединститута. После окончания вуза остался преподавать на факультете, работает ассистентом, затем старшим преподавателем. Сейчас он доцент кафедры. Так начиналась творческая жизнь художника и педагога. Любимый жанр Загвоздкина – пейзаж родины, Башкирии. Он многократный участник групповых, республиканских, всероссийских выставок с 1982 года. Систематические занятия пейзажем, поездки в открытые для себя любимые места преподносят до сих пор художнику эстетическое удовлетворение. Он много ездит по республике, по родным местам Челябинской области, где родился, Сим, Миньяр, прекрасные дали Карайдели, Бурзяна также вошли в число любимых мотивов для картин Григория Александровича. С ними были связаны его пленэрные поездки. У художника более 5000 работ. Пишет он всегда, когда не занят, со своими студентами, учениками. Преподавание – очень большая часть жизни Григория Загвоздкина. Он посвятил этому столько же лет, сколько и творчеству, созданию картин. Им воспитан большой отряд художников, прошедших через его класс и давно уже тоже самостоятельных личностей. Многие из тех, кто у него учился живописи, хранят благодарную память о нем, как о человеке и преподавателе. Слово художнику. Здравствуйте, дорогие читатели. Я живописец Григорий Загвоздкин. Представляю вам свои работы, сделанные за последние 5 лет. Первая работа «Верховьях Белый». Эту работу я писал в районе Шигаева, это Верховье Белый. И мы там были со студентами в 2006 году. Жили против скал 7 братьев. И вот в полдень, солнечный полдень, я написал зеленый берег и вдалеке скалы. Следующая работа «Тополя» была написана в 2005 году. Это затон во время разлива. Там я живу, и много мотивов у меня связанных с затоном. Следующая работа «Осень в горах». Эта работа написана в Миньяре. Там мы бываем со студентами на пленэрах и летом, и осенью я вывожу своих ребят. Там у нас есть домик, и мы живем, и подолгу живем, пишем и осень, и лето. Октябрь в горах тоже вот написано в Миньяре. Здесь листва уже облетела, и вот-вот уже пойдет снег. Такое предзимнее состояние. Работа следующая «Серебро весенней агидели». Написана весной в 2002 году. И я хотел передать именно такую серебристость колорита, такую тонкость. Здесь нету откровенно красных, откровенно зеленых красок, откровенно синих. Все покрыто атмосферой такой весенней, воздушной. Воздух проникнут просто весной. На реке Сим следующая работа «Скалы», 2010 год. Мы, опять же, со студентами были на пленэрной практике и жили в палатках.
против вот этой скалы. И это на водохранилище. Следующая работа «Нугуш», холст масла, 2007 год. Это тоже работа написана на пленерной практике. Березы на берегу реки, они склоняются к воде, и ощущается простор, ощущается воздух, ощущается свежесть. Следующая работа «Перед грозой», холст масла, написана в 2008 году и тоже написана на пленерной практике. Это уже Аслыкуль. Мы там жили тоже со студентами в палатках. И вот я написал этюд в такую пасмурную погоду, тучи, такие хмурые. Осень, уральский мотив, это тоже мотив миньярский. И здесь я хотел подчеркнуть богатство осени, все краски осени. Тут и желтые, и лиловые, и изумрудные цвета, и багрянец. То есть все краски осени в горах. Вот эта работа написана в несколько сеансов, порядка 3 дней, часа по 4. Вот я писал эту работу. На реке Сим. Это мы были с художником Алексеем Александровичем Петриковым на этюдах. И он меня оставил вот на этом берегу каменистом утром. И я начал в одно утро, и на следующее утро я уже закончил эту работу. Туман, конечно, на заднем плане потом исчез. Но я что-то по памяти писал, что-то дописывал уже в мастерской немного, какие-то детали. К вечеру холст масла, 2008 год. Это старое русло Белый в микрорайоне Затон. Это для меня очень знакомые силуэты тополей, и лодочки, и кусты, и травы, и песок, и камни, и вода. Все это мне хорошо знакомо, потому что я провожу много времени, делая этюды именно на Затоне. Здесь колорит теплый, и все проникнуто теплотой. Ну, чтобы теплоту подчеркнуть, я, конечно, тени взял холодными цветами. Летний вечер, следующая работа, 12-й год. Это Бурангулова. Мы были на родине Лутфулина, Ахмата, Фаткулыча. И мы туда ездим регулярно. Были в Абзаково, были в Бурангулово, были в Ишкулово. И вот это бурангуловский мотив. Вода, берег, горы. И здесь я тоже передний план написал более пастозно, более энергично. Второй план у меня размыт и написан сухой кистью. И в некоторых местах проступает холст. Зауралье – это тоже работа на родине Ахмата Фаткулыча Лутфулина. Здесь я хотел показать полдень такой знойный, и все цвета буквально выцветшие такие. То есть здесь нету сочности, потому что в полдень все цвета разбеливаются. Каменные распады, Миньяр, 2009 год. Хмурый день, скалы влажные, трава. Далее очень такие тонкие по цвету, по тону легкие. Небо, нависающее небо, хмурое перед дождем. Контуры елей, очень такие контрастные. И я в этой работе хотел подчеркнуть мощь Урала, вот эти скалы мощные, и стихию природы, переменчивость состояния. То есть еще какое-то пройдет мгновение и пойдет дождик. Теплый вечер, Миньяр. Вот. По этой дороге, живя вот в домике Матвеева Петра Михайловича, мы ежедневно ходили вот по этой дороге к скалам и в сам городок Миньяр.
где мы писали много мотивов миньярских и вечером, и днем, и утром. Вот. И здесь показана фактура на переднем плане, камни, опять те же скалы, и справа нависают большие горы, слева обрыв, и там уже водохранилище. Еще один миньярский мотив — ели. В Миньяре, в отличие от Аши, много елей. Там природа своеобразная, и среди гор климат там более такой. Природа очень строгая, ели очень строгие, скалы, горы, все подчинено и какой-то единой гармонии подчинено все. Осенний этюд написан в парке Матросова. Здесь мы были на пленэре со студентами, на осеннем пленэре, и я написал эту работу с натуры. Здесь просто я хотел передать красоту начала осени, то есть какая-то часть деревьев еще зеленая, что-то желтеет. Следующая работа у ручья, тоже 12-й год, Бурангулова. Здесь я на заднем плане расчистил, там, конечно, были дома, но я остановился только на деревьях и написал только деревья и этот ручей. Хотел передать свежесть полдня, свежесть зелени, свежесть воды, почти что родниковой, и холодные тени от деревьев. Следующая работа — уральский мотив. Она у меня была на многих выставках. Здесь я хотел показать образ Урала, скал. Ручей написан в Аше. Здесь я совместил ручей и горы. Очень интересные сочетания зелени и рыжая вода такая интересная, и рефлексы от голубого неба. Все очень разнообразно в цвете, и по фактуре я стремился разнообразить. Траву писал более пастозно, задние планы писал более нежно, более лессировочно. И последняя работа — полевые цветы, написанная уже в интерьере, уже не на природе, около окна. И видно, что боковое освещение. Здесь я хотел передать красоту вот неброских таких цветов, ромашек. Я приглашаю всех на свою выставку познакомиться с моими работами, и по возможности вы даже их можете приобрести по небольшим ценам. Спасибо за внимание.